В первые же месяцы Великой Отечественной войны в состав Красной Армии ушло 15 600 карачаевцев, то есть каждый пятый представитель этого народа. 9 тысяч из них погибли на фронтах, то есть каждый восьмой. Карачаевцы приняли участие в защите Брестской крепости и практически во всех известных военно-стратегических операциях. Харун Богатырев, Магомед Тиккушев, Рамазан Темрезев в годы войны были командирами бригад. Воины из Карачая стали одними из самых дерзких и лучших партизанских командиров в тылу врага. Командиром прославленного белорусского партизанского полка стал Осман Касаев, о котором его противник, немецкий генерал Эрцмансдорф, писал: «Кавказец Осман коварный, опытный в военном деле». Командирами партизанских отрядов были Кичебатыр Хайркизов, Юнус Каракетов, Аскер Бархозов, Курман Киткеев, Белоруссия, Бугербе Узденов, Украина, Харун Чочуев, Словакия и другие. К званию Героя Советского Союза было представлено 25 карачаевцев, из которых это звание получили лишь 11. Причиной стало выселение в ноябре 1943 года всего карачаевского народа. Большинство же воинов, представленных к этому званию, так и не получили его. Среди них Аскер Бадохов, Аскер Бархозов, Исмаил Батчаев, Магомед Диккушев, Мурадин Гаджаев, Ажу Канаматов и другие. В числе рекордсменов-орденоносцев можно назвать большое количество воинов-карачаевцев. Таким образом, один признанный сверху герой приходился на 6 тысяч человек. Этого показателя нет ни у одного народа во всем постсоветском пространстве. Наградой всему тому явилась депортация карачаевцев в Среднюю Азию и Казахстан. Это случилось накануне предстоящей лютой зимы 1943-1944 годов, и неудивительно, что погибла половина народа, в основном дети, старики и женщины. Карачаевцы, как народ, выжили благодаря трудолюбию и мужеству. Факты из истории карачаевского народа говорят совершенно обратное той клевете, которая была использована для переселения карачаевцев.